Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумыгыз дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях наш старый знакомый, наш дорогой друг, соратник по борьбе за наши народы, за нашу свободу наших народов, лидер организации Татар Шурасы Руслан Айсин. Салам алейкум, Руслан, рад тебя видеть. Алейкум салам рахматуллахи ва баракату. Кардаш, кадрлы достар. Хаумасыз, сізні сәламлеймін. Руслан, я по горячим новостям вот хотел с тобой встретиться, как раз обсудить ситуацию, которая в Татарстане, потому что это наша соседняя братская республика. Все, что там происходит, отражается и на нас, и у нас мы переживаем за наш братский народ. У нас очень много татар живет, поэтому всем, скажем так, не безразлично то, что происходит в Татарстане. И вот 10 августа Татарстан пережил, наверное, один из самых больших за все время полномасштабной войны России против Украины атак, дроновых атак. Удару подвергся нефтеперерабатывающий завод в Нефтекамске Танека. И в этот раз, к несчастью, погибло 13 человек. Это самое большое, по-моему, количество людей, которые погибло за один день, за одну такую атаку. Среди которых была одна 5-летняя девочка. Но сразу хочу сказать, что вот по данным, которые я прочитал, из погибших 9 человек, это были граждане Узбекистана, 2 человека Таджикистана. Вот, один из беспилотников попал в хостел, поэтому такое количество погибших. В Татарстане объявили траур, но вот я бы хотел зачитать слова Рустама Минниханова, который сказал, что вот все, что сегодня произошло, вот эти погибшие, просто мы не выполнили те нормы, которые должны были бы выполняться. Эти люди должны были быть в укрытиях, но они не в укрытиях. И вот отсюда вопрос такой. Вот в июне, потом в июле подвергался атаке тот же самый Нижнекамск, и тогда и Таиф подвергался, и тот же самый Танека. И вот и бомбят ежемесячно, и все равно как бы не готовы. Почему так, Руслан? Вопрос очень хороший и правильный, потому что Минниханов говорит о следствиях, а не о причине. А причина очень простая, она очевидная для всех людей, у кого есть глаза, у кого есть уши, у кого есть серое вещество в коробке. Причина – это путинская агрессия, путинская война. И все мы за это расплачиваемся, расплачиваются люди, с двух сторон расплачиваются дети. Эти же пытаются как-то, так сказать, увести со столбовой линии, что, дескать, вот это причина того, что там убежища не было, укрытия не было, и вот там ПВО не сработало, туда-сюда, как говорят наши братья Казахтар, Анау-Манау, да, и так далее. Ничего подобного, война так и будет приходить, и как ты верно отметил, и в июне, и в июле, и в мае, и вот несколько месяцев назад по Нижнекамску серьезно прилетело. И я знаю, что прилетело в один из домов, где жили артисты татарского театра Нижнекамского. И вот люди хотели там собрать деньги, и было запрещено. Ну, вот просто-напросто сама власть пытается закрывать глаза на то, что происходит. Потому что если люди будут говорить прямо, причина всего этого, ну, понятно, куда выведут следы, да? Хотя для многих, как я уже сказал, и так все это понятно. Но, к большому несчастью, атаки будут усиливаться, продолжаться, потому что Москва защищает только себя. Она, как мы знаем, окружила кольцом систем ПВО свои объекты, там путинские бункеры, да, там Геленджик, хотя я читал, что там украинские беспилотные силы уничтожили С-400, который охранял Геленджик. Ну, как бы там ни было, известно, что все стянуто в Москву, а регионы должны выживать сами. Ну, тогда встает логичный вопрос. Если мы выживаем сами, тогда нафига нам Москва-то нужна? Зачем нам Москва? Вот тут накануне у нас была беседа с нашим другом Гелой Васадзе, да,
Ты знаешь, он человек, который очень радеет за наши народы. Он учился в Казани, мы вместе учились на истфаке, он защищался по истории татарского народа. Так вот, он тоже задает вопрос. Руслан говорит, если Башкортостан, Татарстан лидирует по количеству убиенных на войне, да, если из Татарстана, из Башкортостана выкачивают нефть, если у нас забирают все наши товары, если по нам прилетают, а какой смысл находиться в составе России? Вот какой смысл, да? То есть ничего не получаешь, более того, еще больше и больше от тебя требуют, еще больше и больше от тебя сдирают. Вот, знаешь, как говорят, 7 шкур снять, да, вот с тебя кожу содрали, у тебя там чуть наросло, приходит палач, опять сдирает, что ты слишком здорово выглядишь, да, ну, это же геноцид и физический, и духовный, вот тут в командировке у меня были беседы разные с представителями интеллектуальных элит в Австрии, там, с философами, и они были поражены тем фактом, который мы рассказывали, что наши народы не имеют права учить язык, что у нас нет школ, что нас уничтожают. Они говорили, этого не может быть. Я говорю, вот они факты, которые мы не выдумываем, они прописаны, и от фактов никуда не уйдешь. То есть эти люди были удивлены тем, что на самом деле путинский режим уничтожает народы, которые исчисляются миллионами. Они думали, что это вот возможно только там при сталинизме или гитлеризме. То есть масштаб ужаса, он неизвестен, да, мы только владеем и то частично этой информацией. И наша задача доносить и объяснять этим людям, что эти прилеты по Нижнекамску – это не проблема там того, что где-то не сбили беспилотник, где-то там не укрылись. Это проблема того, что идет война, и эта война, в общем-то, сейчас имеет аспект к расширению, и ни один из городов, а мы знаем, что и по Башкортостану, и по Татарстану прилетает очень много, потому что там концентрация нефтеперерабатывающих заводов и предприятий ВПК. Ну, в Казани там и самолеты, и вертолеты, да, ты знаешь, производит, и там и Лекон завод тоже, который готовит технику, ну, в смысле, микроэлектронику для различных военных нужд. Собственно, это же как бы цели. Хотим мы этого или не хотим, но вот эта война, у нее свои правила. Да, и вот тут вспоминаются слова тех же самых украинских различных деятелей, которые говорят, что осенью, уже даже ранней осенью, как они говорят, что у них уже будут ракеты, большое количество ракет, чтобы уже наносить удары, дальнобойные ракеты, наносить удары по России. И, соответственно, сразу на ум приходят, что будут бомбить. Если беспилотниками такие разрушения приносят, то насколько разрушения будут мощнее, масштабнее, если они будут носиться ракетами по тем же заводам, по тем же предприятиям. Да, вот страшно представить. Но я бы хотел вот другой вопрос задать. Вот вроде бы нефтеперерабатывающие заводы – это такая, ну, достаточно престижная работа, где хорошо платят. А почему такое количество там граждан Узбекистана, Таджикистана? Как бы чиновники наши не отчитывались, что значит, все хорошо, в действительности не так хорошо, в том числе и потому, что есть нехватка рабочих рук, прежде всего мужских. А почему? А потому что их гонят на войну, потому что их там убивают, кого-то мобилизовывают. Ну, нету людей в прямом смысле. Поэтому привлекают рабочую силу из-за рубежа. Во-вторых, им можно меньше платить. В-третьих, у них практически нет никаких прав. В случае чего там можно их депортировать или еще что-то, да. Ну, местные жители там как-то могут шум поднять и так далее. Есть вот этих несколько составляющих. Фактически идет эксплуатация бесправных людей. А так как они мигранты, то власть их воспринимает как не людей. Ну, так же, как Москва нас воспринимает каких-то папуасов, да, мы же для них папуасы. Вот как русские либералы говорят, им нельзя давать самостоятельность, потому что они передерутся.
потому что они начнут Да-да-да. там друг друга резать. Ну, то есть вот они проецируют свое восприятие на нас, как будто это мы там устраиваем бучи и все остальное. Это же они устраивают, либерал-чекисты. И для них вот это вот все, что не русское, это вот все какое-то такое плохое, дикарство. От этого же никуда они не уходят. И что зетники, что либерал-чекисты, как я их называю, они на самом деле мыслят примерно одинаковыми категориями. Только одни говорят, что условно никаких выборов и прочего быть не должно быть, а эти говорят, мы устроим там честные какие-то выборы, никому не нужны, потому что обязательно будут выигрывать те, кто надо, да, как всегда. И это все очень взаимосвязано, потому что для них, что татары, что башкорты, что там саха, что чуваши, что узбеки, что таджики, это вот одно и то же, в общем, какие-то там темнокожие, и с ними можно обращаться, Не как Русь, да? обращаются колониалисты, да, как обращаются колониалисты с покоренными народами. Руслан, вот хотел спросить, есть ли у тебя вообще какая-то обратная связь от татарстанцев? Ну, вообще, что они говорят вот после вот этих вот атак? Есть ли усталость от войны вообще? Ты знаешь, действительно, мы общаемся, конечно, с людьми, и с родными, и с близкими, и люди пишут нам. Люди очень сильно взбудоражены, растеряны, и при этом у них просыпается понимание того, что единственный выход– это выход из состава России. Ну, вот такое простое решение. Почему? Потому что, опять-таки, если придут какие-то либералы там в Москве, все закончится тем же самым. Приходил Ельцин, мы помним, что это было, да, война против Ичкерии, значит, обещание там привести Шаймиева в железной клетке, потому что там он оказался строптивым, ну и все остальное. Поэтому люди, да, сначала считали, многие, я не говорю, вот там наши близкие, которые говорили, что вы там какой-то фигней занимаетесь, там какие-то вот националисты, туда-сюда. А теперь осознают, что другого выхода нет. А какой другой выход? Если у тебя сосед буянит, наркоманит, пьет, избивает людей, поджигает дом, ну какой выход-то? Или от него сепарироваться, уйти, или его, так сказать, изолировать. Вот единственный выход. А как-то там пытаться его уговорить, образумить. Ну, как можно образумить вот этих вот безумных орков, да, которые там Путин их насилует, убивает, уничтожает, они с флагом в пятой точке до сих пор орут там Путин, Путин, Путин. Ну, как вот с ними разговаривать? И зачем мне это нужно? Зачем нам нужно опускаться до этого уровня? Вот это, у нас же Гарурлах есть, у нас есть же свое достоинство, правильно? Мгм. Зачем мы должны размениваться и вот с ним? Пускай они приходят к нам и говорят, ребята, извините, мы вот так к вам относились, убивали. Нет, мы должны к ним ходить. Ничего подобного. Я считаю, что как только будет независимость Алла-Верса, то это они будут приходить с протянутой рукой, потому что Москва не получит ни шиша, потому что она живет за счет того, что грабит регионы и наши республики. Вот тогда мы посмотрим. Ситуация кардинально поменяется. А пока что мы в положении рабов. Мы платим и своими жизнями, и своим здоровьем, и своим наследием, своими ресурсами, оплачиваем эту войну. И более того, еще боимся называть эту войну войной. Поэтому ты прав, эта война, она к тому же сейчас, ну как это правильно выразиться, ну в общем она будет в людях правильное понимание. Ну по-другому никак. Порой для того, чтобы ну, человека вразумить, надо там, извините за грубость, дать ему по голове. Да, вот чтобы он пришел в себя наконец, чтобы вот эта мысль там как-то вот В э, реальности проснулся, в да? реальность, да, в реальность, да, вот. Ну вот так вот оно. Ну а как еще по-другому? Ведь опять-таки говорят, что и чувство национального самосознания у людей просыпается в какие моменты? В моменты кризиса он начинает искать опору, да, понимает, что все другие формы, конструкты, идеологические нарративы, они не работают. И второе, когда человек находится на чужбине. Да, вот он понимает острую нехватку этого. Ну, ты знаешь, что многие наши люди
там начинает интересоваться национальными корнями, потому что, ну, вот на чужбине, в общем-то, понятно, что к своему тянет. И здесь то же самое. Когда, опять-таки, мы боролись, говорили, выступали за то, что вот республика — это не просто там красивый флаг или еще что-то. Это вопрос нашего физического выживания. Если бы мы были самостоятельны, что мы бы сейчас, Татарстан, Башкортостан, занимали первое и второе место по количеству убитых на войне, сколько жизней мы бы сохранили, а сколько будущих детей мы бы сохранили. Да, это же репродуктивные мужчины. Они уже не родят детей, ну и так далее. То есть это же как бы еще долгоиграющий процесс. Это демографическая яма, в которую мы попадем. Поэтому это вопрос, я считаю, физического даже выживания. Руслан, такой вот хотел вопрос задать. Мы с тобой еще когда находились в России, ты в Татарстане, в Башкортостане, или когда даже ты в Москве жил, мы часто общались и защищали наши языки. Это была одна из форм нашей борьбы за наши народы. Да. И вот я обратил внимание так, что в 2026 году 79 выпускников школ Татарстана выбрали экзамен по татарскому языку и литературе, что вдвое больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 33 выпускника. Вот как ты считаешь вообще, есть ли причины радоваться, или эти цифры для более чем 5-миллионного татарского народа ни о чем не говорят? Ну, эти цифры капля в море, конечно. Хотя во всем можно найти положительный момент. Этот момент, что там не 33, а 76. Но все равно это смехотворные цифры. Ведь если бы ситуация была совсем другой, то мы бы получали совсем другие цифры. И я думаю, даже о цифрах бы и не заботились, потому что те люди, которые выбирают татарский язык, да, это там большие патриоты, или их родители большие патриоты, и они вот идут на такой шаг не очень популярный. А в иных случаях это было бы вполне естественное дело, да, потому что есть государственный язык, он исполняется, есть сфера его применения, вполне естественно. И человек уже, ну, как там, как математику сдать, идет там татарский сдавать. Но все равно при этом тенденция, конечно, радует, но надо понимать, что на фоне общей катастрофы это просто-напросто, ну, паллиатив, что называется, да. То есть это не кардинальное решение, а просто вот тактическое, так сказать, снятие боли. С Ну, вот я помню и другие цифры, и я помню, как даже после как раз 17 года, если помнишь, вот, ну, в Татарстане точно, открывалось огромное количество курсов изучения татарского языка. Люди отреагировали таким образом: вы нам запрещаете, а мы будем, наоборот, изучать татарский язык. В мечетях открывали курсы, и мест даже не было. Ну вот, был такой подъем. Был такой подъем, но тут же власти спохватились, конечно. Они испугались и сделали все возможное, чтобы люди не тянулись к татарскому языку. Поэтому татарский, башкирский язык и там другие языки, естественно, они воспринимаются ими как, прежде всего, политический инструментарий. Они боятся наших языков, потому что это основа нашей идентичности. Вот хотел с тобой поговорить про, скажем так, инсайдерскую информацию. Вот по инсайдерской информации некоторых телеграм-каналов, а, мэр города сегодняшнего Оренбурга Альберт Юмадилов, уроженец города Стерлитамака, Республики Башкортостан, ну, про него пишут, что якобы он следующий будет премьер-министр. Наш сегодняшний премьер-министр Андрей Назаров уходит в Госсобрание Курултай. Вполне возможно, Мгм. ну, сперва депутатом, а потом займет место председателя парламента. А премьер-министром может стать вот этот вот человек. И это якобы, то есть они разгоняют эту тему дальше, что это якобы делается для того, чтобы укрупнить вот эти вот, намечается программа укрупнения регионов, и Башкортостан будут объединять с Оренбургской областью. Хабирова не убирают, потому что до сих пор не убирают, несмотря на все те
косяки, которые у него были, то есть и с Куштау, и с баймакскими событиями, там любой другой давно бы улетел, он до сих пор сидит, и якобы его держат для того, чтобы вот он завершил вот это вот свое черное дело, потому что он и так уже как бы на нем черная метка нашего народа, ну вот чтобы укрупнить эти регионы, ликвидировать Республику Башкортостан. Но у меня здесь вопрос такой. Все знают проблему Кувандыкского коридора. И Мгм. что башкирам и татарам, Башкортостану и Татарстану нужен Кувандыкский коридор. Но здесь как-то не вяжется. Если они объединят Оренбургскую область, где русских там миллион, но и огромное количество проживает еще и татар, и башкир, и казахов, то есть они тоже вольются в тюркские народы общие, и объединят такую, то есть решится вопрос с выходом к Казахстану. Пойдет ли на это власть? Как ты думаешь, или это все вот такое из области конспирологии? Знаешь, это очень интересный кейс, потому что если они на это пойдут, как ты и сказал, они фактически лишат проблему для нас Кувандыкского коридора. Ну, то есть это очевидно. Не сегодня-завтра путинский режим падет, и тогда регионы, республики получат самостоятельность, и там уже фарш обратно не прокрутишь, да, уже не будет этих возгласов, что тут, значит, у вас нет внешнего выхода, и вы не имеете права. Это был бы прекрасный подарок, как я считаю. В конечном итоге, как говорится, когда Всевышний хочет наказать, он лишает разума. Может быть, Всевышний прокладывает нам таким образом дорогу к решению этой важнейшей проблемы. И даже если реально будет проведен, например, референдум, то массив тюркский, да, татар, башкортов, казахов, то он наверняка сможет выбрать тот путь и тот проект, который нам необходим. Потому что если еще к тому же объяснить людям и, например, представителям русского народа, других народов, что, дорогие друзья, вы получите несравнимо больше, чем потеряете. Потеряете-то вообще ничего, потому что вам терять-то, кроме цепей своих, как говорится. А приобретете больше. Ну, например, вот в Татарстане прирост населения. Ну, не из-за того, что много рожает, а из-за того, что приезжает много в Татарстан, и не только татары. Нравится, потому что развитая республика, там инфраструктура, туда-сюда. Люди приезжают, говорят, тут так классно, оказывается, да. Приезжают откуда-то из глубинки там российской. И мы можем представить такой же проект. Дорогие друзья, смотрите, вы будете хорошо жить, никто вас не будет ущемлять. Вообще у нас нету такого в менталитете кого-то щемить. Да, мы как бы мирно сосуществуем. Но при этом вы будете хорошо жить, вы будете защищены, будут защищены ваши права. Более того, вот то, что мы объединимся, это даст, наоборот, силу, и уже никто не сможет прийти, так же, как вот сейчас происходит, забрать вашего мужа, вашего сына, вашего племянника, да, или заставить там платить за войну. Вот это же тоже такие простые формулы, которые необходимо доносить. Но, возвращаясь к сути вопроса, я думаю, раз люди суетятся, раз в Кремле такая неразбериха, то значит дела у них очень плохи. Потому как я тут тоже, естественно, просматриваю всякие телеграм-каналы, пишут по поводу регистрации, нерегистрации партии «Яблоко», и вот один там пропагандист пишет. Все это говорит о том, что у нашего Кремля нет стратегии. Это и хорошо. Раз у него нет стратегии, значит, он обязательно проиграет. Продолжая тему вот по Оренбургу, вот хочу сказать, что, кстати, сегодня был удар по Орску, по Орск нефтероксинтезу. Там тоже достаточно часто его бьют. А вообще сам по себе Орск, вот я за ним наблюдаю, очень такой интересный город, откуда массово бегут люди. И если вот на пике в начале 90-х было 274 тысячи человек проживало в Орске, то на сегодняшний момент там проживает менее 185 тысяч на 2025 год. Это данные Википедии. То есть практически 100 тысяч буквально там потерял город. И с учетом и то, это так как сегодня мы знаем, все демографические вот эти вот данные, они засекречены, то и с учетом войны, потери,
С учетом того, что в прошлом году там был большое наводнение, и огромное количество домов Мгм. было затоплено, разрушено хозяйств, очень много людей покинуло и уехало. То есть город вообще как бы вымирает. Вымирает не только город, но и вообще вся Оренбургская область. Вот это результат чего, как ты думаешь? Что вот те понаехавшие русские на эти тюркские земли не могут укрепиться там и как-то прижиться и начинать развиваться? Что? Почему бегут? Ну, в том числе потому, что, да, земля отторгает этих людей. Я был в Орске. Я был, сейчас я скажу, в году, может, 2007-2008, и меня поразил очень крайне депрессивное состояние этого города. Он большой, в смысле, он вытянутый, там какой-то длинный трамвайный путь, я помню, значит, что мне вот показывали, объясняли. И вот то, что он подтапливался, там было кладбище как раз где татарское, башкирское, да, вот, и власти не давали его там укрепить, то есть его постоянно подтапливало тоже. И плюс ко всему, там огромное количество наших людей, там похоронен, там умер Дардмент, известный татарский меценат и поэт. Вот, а это как бы земли, да, очень близки нам. Но вот то, что эти земли были колонизированы, по сути говоря, да, вот земля их не принимает. Ну, она и не нужна, не воспринимает ее просто вот, ну, как еще один кусочек земли. Да. Не смогли организовать никакую инфраструктуру. Ну, что еще раз доказывает, что им это не нужно. А вот если восстановить подлинный суверенитет над этими землями, тогда, естественно, мы все будем вкладываться, потому что эти земли, в общем-то, наши родные. И многим тем, кто как бы защищает эту власть, нужно обратить внимание, что они не только там к земле так относятся, они относятся также и к людям. Потому что Оренбургская область– это регион достаточно богатый, да, там много чего есть, нефть, там газ и прочее, но мы видим, в каком все это состоянии. Если из маленького города уезжает 100 тысяч человек за там 30 лет, это говорит о том, что они не видят там перспектив. Один мой близкий брат, он сам родом из Орска, в свое время уехал учиться в Москву. Так вот, он первым делом, как встал на ноги, он перевез оттуда свою семью, своих родителей. Ну, хотя это как бы его родная земля. Потому что он говорит, я не хочу, чтобы, значит, они там чахли. Ну, они просто там действительно тихо умирали. Никаких перспектив нет. Так что здесь вопрос стоит следующим образом. Если эти земли не освобождаются, то они постепенно придут в негодность, они постепенно умрут. Ну, так же, как Россия пришла в Украину, что она сделала с прекрасным черноземом, с прекрасными лесами, да, с реками. Они же просто загрязняют, уничтожают, убивают все живое. Это вот там, куда они ступают, это вот обязательно какое-то обезлюденное, безжизненное пространство. Я не знаю, как надо стараться, чтобы вот все вот так уничтожать. Или вот мы тут, опять-таки, как я говорил, выезжали в Австрию по делам. Ну, смотришь, как люди бережно относятся. Вот маленькие деревушки заезжаешь, да, все чинно, чисто, благородно. Люди собираются там, все работает, церкви, какие-то клубы. А в нашей деревне, ну, в смысле, у нас еще в деревнях более-менее, а вот в российской глубинке, ну, там же ничего нет, это же Путин уничтожает. Это же не НАТО не уничтожает, не Украина не уничтожает, да? Ну, ты же сам помнишь, видел, что ни дорог нет, все покосившееся. Это как бы безжизненное пространство. И опять-таки, если оставлять все это в таком положении, то это уничтожается. Поэтому для нас единственный выход– это из этого капкана выскочить для того, чтобы ну, мы просто сохранились в истории. Я вот, кстати, дополню. Я часто люблю смотреть населенные пункты различные, то есть и демографию их, то есть как они М. увеличиваются, уменьшаются. И вот 6 районов, которые за Орском, вот этого Оренбургской области, там различные, там Кваркинский район и так далее, вот все населенные пункты, которые там есть, они все катастрофически теряют своих людей. И вообще я заметил тоже и в Башкортостане то же самое. Русские деревни, вот из моего Ишимбайского района, башкирские, татарские деревни как бы стоят, где-то увеличиваются в численности. А русские деревни, там 25 человек осталось, там
50 человек осталось. То есть все, то есть они вымирают, и людей нету. То есть вот поток, то есть города что подпитывает? Обычно поток из деревень, из районов. То есть молодежь едет в города, и поэтому поток из деревень, русский поток из деревень закончился. А сами русские, как правило, они любят выезжать в сторону там, Москвы, Санкт-Петербурга, туда вот в центр, к западу ближе. Соответственно, русских все меньше и меньше. Но их рисуют, их численность рисует, я уверен в этом, что рисует, что якобы вот они прибывают в Татарстане, в Башкортостане. Я по последней переписи в Татарстане русских увеличилось, и в Башкортостане русских увеличилось. Хотя я точно знаю, что вот из моего класса, я в русском селе рос, из моего класса практически все уехали за пределы Республики Башкортостан. Никто не остался. Там, может быть, 2 человека осталось. Все, нету их. То есть показатель того, что действительно русские очень сильно бегут из действительно тех регионов, которые они колонизировали, ну и вообще из деревень бегут. Кстати, по поводу Орска. Я напомню нашим зрителям, что Орск это первый Оренбург. Это тот Оренбург, который изначально строили, Кирилловская экспедиция, и в результате которой началась крупная русско-башкирская война 1734-1737 годов. Поэтому этот город, конечно, для нас имеет большое значение. Но сейчас я как бы хотел перейти... Но если есть что сказать по этому поводу, по поводу оттока русских... Да, ты знаешь, как раз очень важно, когда была перепись населения всероссийская, там, в 2010 году, вот последний, в 2020-2021 годах, я знаю, что была установка в Татарстане, которая была спущена из Москвы, не допустить обозначения, что татарское население сильно выросло, ну, в цифрах. То есть должна быть определенная квота, и эти цифры рисованные, абсолютно точно, потому что Москва за этим очень бдительно следила. Второй момент, о чем ты сказал, очень важен в том, что у наших людей есть чувство, ну, что они хозяева земли. Да? Вот к земле очень трепетное отношение. У них этого чувства нет. Я, как историк, могу это доказать следующим образом. Вот эти вот славянские племена, которые двигались на восток, они применяли так называемое подсечное полевое хозяйство. В чем его суть? Вот они берут лес, его рубят, поджигают, значит, там вот это вот, ну, кыль называется зола, она питает землю 3-4 года, потом она истощается, и они идут дальше, то есть они не привыкли к тому, что нужно землю обрабатывать, ухаживать, дать ей отдохнуть, да? И этот образ он остался. Земли дофига, туда пойдем, дальше пойдем, там, к Саха пойдем, куда-нибудь к бурятам пойдем, вот. И этот менталитет, он остался, он никуда не делся. И ты знаешь, как раз после развала Советского Союза, а вокруг Казани же были в основном русские поселки, но татарам запрещали селиться там. И вот сейчас все эти поселки, ну, часть из них уже интегрирована в Казань, они все практически татарские стали. За редким исключением, но в основном это татарские. Почему? Ну, потому что татары, в общем, у них хорошая там сельская культура, они приходили, строили дома, обрабатывали, а в то время как эти поселки и деревни русские, они постепенно вымирали, ну, или продавали эти дома. Вот. То есть у них нет ощущения того, что мы хозяева этой земли. Вот в чем дело. Да, я вот, когда ты сказал, что башкиры, татары, они помнят, что это их земли, я знаю, что каждая башкирская семья, каждая татарская семья старается сохранить, даже если она живет в городе уже несколько поколений, но она все равно держит связь Да. с деревней, и поэтому в случае, если наступит действительно какой-то хаос, апокалипсис, башкиры, татары выживут за счет того, что у них остались их дома в деревнях, их родовые поместья вот эти вот. Вот чего не скажешь Да, у нас про называется русских. Тепьёрт. Тепьёрт, да, он у нас тоже. Он сохранился, туда родственники ездят, поддерживают, строят что-то, хотя никто не живет, но вот стараются поддерживать обязательно. И последнюю тему, которую я хотел с тобой затронуть, это вот выборы, предстоящие выборы. И вот вчера разрешился вот этот вот такой большой-большой вопрос, который висел, там, снимут или не снимут Яблоко, партию Яблоко. Но в итоге я не верил, я думал, что
вот эта вот многоходовочка, кириенковская многоходовочка будет играть до конца, что ее зарегистрируют, дадут ей 1,5–2%, не допустят в Госдуму, ну и покажут всем, что вот либералы, вы маргиналы. Ну, они даже этого испугались. Я так, ну, насколько я знаю, сегодня, скажем так, клан Кириенко воюет очень сильно с кланом чекистов, и чекисты просто не допустили вот эту вот спецоперацию кириенковскую, да. Что ты, как ты можешь это вот, твои какие ощущения, наблюдения твои по этому, по снятию яблока? Ну вот помимо того, что ты сказал, там внутренних разборок в собачьей будке, которые происходят у них, я думаю, что чекисты очень испугались, что вот даже это яблоко очень слабое, надо признать, интеллигентское, ну как бы там в начале 90-х они еще имели какой-то вес, но даже они смогут набрать какой-то процент людей, которые будут голосовать за яблоко в качестве протеста. Ну, лишь бы там не КПРФ, не Единая Россия, там не вот этим ЛДПРом всяким сатанинским, свинским, ну, партия Яблоко, понятное дело. И цифра могла бы быть большая, даже несмотря на то, что были бы обязательно вбросы, манипуляции, махинации, как они это любят делать. Это говорит о том, что власть боится. Если власть боится, значит она слабая. А чего же сильному человеку бояться, правильно же? Или сильной системе? Что система реально, как говорил наш Аксакал, один Фендес Абы Сафиуллин, один из лидеров вот, суверенитет, один из авторов, да, он такой полковник был, депутатом Госсовета и Госдумы, он сказал, это что за империя такая, которая боится там татарского языка? Значит, эта империя слабая, значит, она в себе не уверенная. И здесь то же самое, если они боятся, что там люди увидят, что там 3, 5, 7, там 10, пускай процентов, да, дадут за партию Яблоко, понятно, что они бы не смогли перебить систему, да, но это хороший показатель. Но здесь я бы обратил твое внимание на очень интересный момент. Ринат Мухаметов, политолог, которого ты знаешь, он нашел одну деталь. Он говорит, раньше партия Яблоко одна из немногих федеральных партий, которая в своей программе прописывала необходимость развития федерализма и полномочия региона. А в этой программе про федерализм не было ничего. То есть про права народов, про права республик или там регионов. Ну, то есть это опять-таки вот убеждает нас, что даже хорошие либералы, они все равно находятся в этой парадигме. Казалось бы, да, сделай политический ход, и тебя поддержат там республики, да, сделай такой вот реверанс там за языки, за права народов. Нет, даже при этом они не хотят с этим работать. Хотя я знаю людей там, в Яблоке, там, татары были, которые ну, при Явлинском были. Тоже вот с ними приходилось работать, объяснять. В основном это люди были такие, ну, не скажу манкуртизированные, но так очень далекие от наших представлений. И поработав с ними долгое время, убеждали их, донеси эту информацию. Вот они доносили и сказали, ну, как бы вот тактически есть смысл, а стратегически нет. Ну, если они даже не видят стратегического смысла, соответственно, у них у самих нету будущего. Хотя я нисколько не злорадствую, да, пусть это не выглядит таким образом. Там есть много достойных ребят, которые борются, в том числе вот лидер татарстанского отделения, наш с тобой тезка, Руслан. Но надо прекрасно понимать, что есть смысл в борьбе, когда ты видишь перспективу победы. А когда все это на уровне, знаешь, выгрузим сейчас 1–2%, и что? Участие. Да, главное, да, не догоню, так согреешь, что ли. Ну, я лично считаю, что мы должны действовать по принципу то, что принесет нам победу. Но смотри, получается, я вот так вот сейчас, когда ты говорил, я так подумал, но получается, когда ты говоришь, что вот они испугались тех цифр, которые будут, ну, условно, то есть если бы Яблоко допустили бы,
нарисовали бы им там условно там 2%, 2,5%, ну, чтобы они не набрали там тот барьер, который дает Госдума. Но в реальности они набрали, ну, там, я не знаю, 15-20%, возможно, 50%, я не знаю. Но есть, так бы они бы, по крайней мере, бы у себя бы точно бы знали замер того, как думает население, как голосует население. А сейчас они даже, получается, и не узнают. То есть они боятся узнать правду. Так получается, что ли? Как-то вот они закрываются от нее, что ли? Ну да, это я говорю, что вот всякий раз это нам в плюс, потому что чем меньше они понимают реальность, тем лучше. Они уверены в том, что вот там есть какая-то поддержка их, да, а потом выяснится, что король голый. Ну давай вспомним, перед развалом Совка сколько было членов КПСС, сколько было участников КГБ, сотрудников КГБ, там же Ты миллионные. мне сейчас Были напомнил еще про помимо... Чаушеску. Чаушеску напомнил. Да, Чаушеску вот, выяснил, что его Когда он поддерживают только секуритаты. То выступал, есть, да, когда он выступал, то есть, да, то есть думал, что вот эта огромная толпа вся его поддерживает, а в итоге вот примерно ты то же самое про да, это говоришь. оказалось, что да, абсолютно. Абсолютно. И потом выяснится, что король-то голый. И опять-таки вся эти миллионные, многомиллионные члены Единой России, там бюрократы, шмюрократы, КГБшники, ФСБшники, там их приспешники, они же никто не выйдет в поддержку. Я же вот, когда жил в Москве, помню, с 2014 года, когда вот началась вот эта агрессия в отношении Украины, и вот они там носились своей Новороссией, выходило там, дай бог, 150 человек. Они собирали митинги, а путинги так называемые, да, в поддержку Путина, там же платили 500 тысяч рублей. Да никто не выходил, брали деньги, уходили. Ну, то есть это говорит об уровне поддержки этой системы. А всячески раз я подчеркиваю, а вот за наши республики, за наши проекты люди выйдут. А за империю, ну, так же, как и за Советский Союз, особо никто не выходил же в поддержку, да. То есть никто не защитил. Если бы там хотели по-настоящему сохранить, то, наверное, сохранили бы, но у них просто уже не было возможности никакой. Да, ты мне сейчас как раз напомнил, я в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма и вообще вот это вот начало войны в Донбассе, у нас постоянно один и тот же человек с флагом НОТ выходил, Но да. дайте полномочия Путину, да, и, и вот вокруг него никого нет, он там все бедный ходил, там раздавал листовки, всех что-то убеждал, там в итоге их набралось что-то за несколько лет, что-то около 3 или 5 человек, которые вот Ну да, это постоянно пропагандируют городские эту идею, что сумасшедшие. нужно дать, что у Путина, оказывается, нету полномочий, Да, ему надо мало дать полномочия, полномочий, да. оказывается. Да, Они да, до сих да. пор с этой, мы их Но диваналар называем. да, и это действительно показатель. Это был показатель того, насколько популярны, и точнее непопулярны были идеи вот этого вот русской весны, так называемой. Ну, хорошо, а какие у тебя прогнозы на выборы? Вообще, что ты скажешь нашим зрителям? Надо идти, не надо идти? Если идти, то за кого голосовать? Или вообще это бойкотировать? Я бы, честно говоря, бойкотировал или бы сделал следующим образом. Пошел на выборы и в бюллетене написал какую-нибудь гадость. Там Путин бук, там Путин дерьмо или еще что-нибудь. Ну, то есть это тоже политический акт. Тоже политический акт пойти и вот показать, что плевали мы на все ваши вот эти вот дела. Так, может быть, даже будет правильней. Да, я сходил на выборы, если будут там привязываться, говорить, да, я вот сходил там, тайное голосование, за кого голосовал, не знаю. И это будет очень хороший такой, не люблю слово перформанс, но политический акт. Хорошо, на этом тогда закончим. Все, кто смотрел, прошу вас, кто еще не подписался на мой канал, подписаться, поставить лайк. Подписывайтесь на канал Руслана Айсина, Татар Шурасы. И подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Ссылки будут в описании. На этом все. Спасибо большое, Руслан, что принял участие. Сенар Ахмед и Сен Сау болыңыз. Сау болыңыз.